Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда за 3 года улучшит жилищные условия 68 семей в поселке Джебарики-Хая Тампонского района. В прошлом году там сдали первый 12-квартирный двухэтажный деревянный жилой дом, а в текущем ключи от новых квартир получат уже 46 семей. Добавлю, что в Якутии глава республики Егор Борисов добивается продления данной федеральной программы, рассказывает Мария Винокурова. Новостройки возводятся на месте аварийных домов и, что особенно важно, в самом центре поселка. На месте этих домов были аварийные дома, мы их уже снесли. То есть поселок будем как бы облагораживать вот с такой целью, сносить старое, на этом месте новое. И компактность. Это немаловажно в наших условиях. В эти дни полным ходом ведется строительство 18-квартирного дома стоимостью около 43 миллионов рублей и 26-квартирного стоимостью порядка 64 миллионов рублей. Бригада строительной фирмы «Чинар» работает без выходных, чтобы в срок 25 декабря сдать объекты в эксплуатацию. На стройплощадке трудится 30 человек. Готовность первого дома 70%. До отопительного периода необходимо подвести сантехнику и электрику, поэтому все силы брошены на строительство второго объекта, где под крышу возведена коробка здания. Работа идет полным объемом. Работаем, то, что обещали, свои обязательства мы планируем выполнять 100%. Оба дома построены по новой технологии на трубном фундаменте. В первом жилом доме по проекту предусмотрены двухкомнатные и трехкомнатные квартиры площадью от 37 до 80 квадратных метров. Во втором 10 однокомнатных, остальные двух- и трехкомнатные. Тепло в домах, слышимости нет, по проекту все. Тем более экспертизы проходят эти. Так что нареканий не должно быть. Жильцы с нетерпением ждут переезда в новые квартиры. Ведь в поселке Джебарики-Хая даже каменным домам за 30 лет, не говоря уже о деревянных. Все коммуникации устарели, и вопрос строительства назрел давно. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, НВК Саха, Хандыга.